прекрасно, как видите. Здесь погода отличная, тепло. А как там у вас? Тоже тепло. Вы подумайте, там здесь тепло. Здравствуй, мама. А я знал, что это ты. Потому что, когда это ты, телефон не звонит, а стонет от предчувствия твоих нотаций. Спасибо, прекрасно, а как ты? Здесь погода отличная, тепло. А как там у вас? Тоже тепло. Но ты подумай, и там, и здесь тепло. Замечательно. Что квартира? Я тебе уже 100 раз говорил, квартира замечательная. Вчера ничего, был дома. Ко мне друзья заходили. Да, маленькая вечеринка, я не считал, сколько их было. Тебе обязательно точная цифра нужна. 12,7 тебя устроит? Нет, не поздно разошлись. Что? Даже не вздумай. А мне плевать, собралась в магазин, ну и чай себе на здоровье. А сюда заходить нечего. Мы с тобой, кажется, договорились 2 месяца. Что? Это не у меня, это за стенкой. Я не знаю, какая-то девица. Пару дней назад поселилась. Я не знаю, как ее зовут. Да я не знакомился с ней. Да это радио у нее орет. Я тебя почти не слышу. Завтра поговорим. Все, пока. Нельзя ли там потише? Слушайте! Сделайте тише! Вы мне что-то сказали? Такое нельзя сделать, потише радио. Не надо выключать, просто немножко потише. А у меня нет радио. Это телевизор. Ну все равно, какая разница? Тут же стены как из бумаги. Точно. Из туалета. А вы что-то попили? Спасибо, я только что пил. Правда? А ты как мне оказалась? Ну, конечно, заходите. Открыто! Привет, я Джилл Теннер. Дональд Бейкер. Анюта сама напросилась. Слушай, а ты мне молнию не застегнешь, а давай просто никак. А ты давно тут живешь? Месяц? А я всего 2 дня как въехала. Какой у тебя здесь порядок. С ума сойти. Все так аккуратно разложено. Да это не трудно, когда раскладывать нечего. Да, мне тоже нечего. Но оно раскидано у меня по всей квартире. Слушай, а вот это что, а? Что именно? Ну, вот это вот с лестницы. А моя кровать. Кровать? Какой кайф! Не нравится? Ты что? Ой, да с трапом! Класс! Я такого еще не видела. А уж на честь у меня опыт-то есть. А ты сам построил? Да нет, тут до меня парень жил, хиппи. Ему нравилось спать высоко. Слушай, а если навернешься отсюда? Так же можно себе что-нибудь сломать. Навернуться с табуретки тоже можно что-нибудь себе сломать. Сахар, сливки. Нет, спасибо. У меня был выбор. Я мог твою квартиру снять, а из этой койки решил сюда. Еще бы, такая койка. Я вот про все помню. И цветов себе куплю, и полотенец кухонных, и салфеток. Ну, в общем, все. А насчет с кофе просто склероз какой-то. Слушай, обалденный. Ты мне жизнь спас. Вот куплю кофе, тоже тебя угощу. У меня еще целый склад всяких там лампочек, а кофе нет. Слушай, а можно я задам тебе один не очень скромный вопрос? Ну, если не очень. Ты почему сюда свою мать не пускаешь? А ты откуда знаешь? Ну, у тебя же слышно мой телевизор, а у меня твой телефон. Наверное, звук он через ту дверь проходит. Кстати, зачем та дверь? А раньше это была одна большая квартира. Потом из нее решили сделать 2. Ну, дверь не стали заделывать. Просто заперли, наверное, если понадобится, чтобы вновь сделать как бы одну. Наверное.
Но ты мне не ответил. Насчет чего? Насчет своей матери. Ты ее что, видеть не хочешь? Да это долгая история. Ну, то есть история короткая, тянется давно. Она никак не может смириться, что я ушел из дома. Считает, я не способен жить самостоятельно. В конце концов договорились, что я ухожу на 2 месяца, вроде испытательного срока. Правда, сейчас уже остался только месяц. Ну, а для чего ты наврал, что у тебя вчера были гости? А у тебя нормальный слух. Не жалуюсь. Да я ей каждый день говорю, что у меня кто-то был. Ну, она же и в мыслях допустить не может, что мне в 100 раз лучше здесь одному, чем дома в обществе с ней. А когда эту квартиру увидит, она вообще с ума сойдет. Знаешь, что она скажет, как только сюда войдет? Что? Клянусь, у меня сейчас начнется истерика. Часто устраивает истерики? Часто клянется. Ну, если ей нужна настоящая истерика, ты ее пришли ко мне. У тебя здесь хоть все прибрано. Пип-пип! Нет, тебе давным-давно пора жить самому. Мне 19, тебе? Мне? Ну, во всяком случае, мать общается со мной так, будто мне 10. Хотя на самом деле мне уже 10 с половиной. Да. Похоже, у нас с тобой одна мать. Моя вообще хотела, чтобы я всю жизнь оставалась ребенком. Ну, по крайней мере, всю ее жизнь. Воображает, так она стареть не будет. А ты где-нибудь работаешь? Пока нет. Вообще-то я играю на гитаре, у меня с этим связаны кое-какие планы. Я вчера вечером слышала, как ты играешь. Ну, извини. Да ты что? Наоборот, полный кайф. Я даже сначала подумала, что это магнитофон. Ну, пока ты не стал без конца одну и ту же строчку повторять. Да я по нотам не умею, так подбираю на слух. Хочу подготовить целую программу. А потом что? Ну, попробую показать кое-кому. Но в любом варианте назад в Скарсдейл я не вернусь. Скарсдейл? Ну, это где? Ты что, не знаешь, где Скарсдейл? Да я вообще тут мало что знаю. Я найти из Лос-Анджелеса! Скарсдейл — это совсем рядом с Нью-Йорком, миль 20. Скарсдейл. Скарлатина какая-то. О, а кофе больше нет? Да сколько угодно. А как ты сказала, тебя зовут? Джилл Теннер. Не-не, хотя формально-то я, наверное, миссис Бенс. Я ведь была замужем. В 16 лет вышла. 16? Да. И родители тебе позволили? Мать позволила. Я ей сказала, что беременна. Да добрала. Ой. А спорим, я знаю, что ты сейчас подумал. Ну что? Что я вовсе не похожа на разведенную. Да вовсе я так не думал. И долго ты была замужем? Долго. Мне казалось, это вообще никогда не кончится. Это тянулось 6 дней. Но Джек был не виноват. Да вообще никто не был виноват. Это была ужасная ошибка. А что он из себя представляет? Джек? Да мне и говорить о нем неохота. Ну, не хочешь, не говори. Не, ну почему, я скажу. Вообще-то, Джек ужасно милый. Ну, то есть, внешне это просто отпад. Ну, у него были эти рудименты инфантилизма. Ну, ты меня понимаешь? А вообще, когда мы с ним познакомились, это был как сплошной фейерверк! У нас была такая любовь потрясающая, такая страшная. У нас каждый день был как Рождество. А потом вдруг раз, и мы стоим перед мировым судьей, и он нас объявляет мужем и женой. Кошмар. Сколько же вы с ним были знакомы? Ну, недели 2, а может и 3. Мало ли кто с кем знаком. Одно дело знаком, а другое замуж. А судья, Джек, согласен ли ты взять Джилл законные супруги? Вот только тут до меня дошло. Черт, ну это же на всю жизнь. А судья, главное, так мрачно, так строго, пока вас не разлучит смерть. Ну, в общем, не свадьба, а полная панихида. Бедняжка. Да я с детства все мрачного боюсь. А тут было такое чувство, что меня заживо хоронят. Дико хотелось завопить, рвануть оттуда и раствориться во мраке ночи. Почему же не растворилась?
потому что было 10 часов утра. А бежать среди бела дня с воплями. Вместо этого я хлопнулась в обморок. Только лучше бы я это сделала раньше, до того, как сказала согласна. Ну, раз уж ты вышла замуж, надо было постараться как-то все наладить. А ты думаешь, я не старалась? Уж поверь мне, я старалась все 6 дней. Хотя и знала, что все это без толку. Ну, ты же его любила. Ну, любила. По-своему. По-своему, это как же? Ну, как тебе объяснить? По-моему, если кого-то любишь, то это вовсе не означает, что ты должен сидеть с ним до гробовой доски, как на фильме. Не, ну Джек-то меня любил. Неправда сильно любил. Не получилось так, что он от этого страдает. А это для меня хуже всего. Я и сама начинаю от этого страдать. Да и вообще, брак это хуже всего. Не могу я не обязана быть, не привязана. Ну, ты меня понимаешь? Понимаю. Хотя я на это по-другому смотрю. Значит, все-таки не понимаешь. А я вот другого понять не могу. Ты о чем? А ты зачем посыпаешь стол пеплом? А ты что, убрала отсюда пепельницу? Да вот же она, ты что, слепой? Ну да. Что да? Ну то, что слепой. Очень остроумно, молодец. Да я не шучу, я правда слепой от рождения. В смысле, сильно близорукий, что ли? Ну ты что, слов не понимаешь? Говорят же тебе слепой, не вижу ничего. То черт, извини! Да только не переживай, я же не переживаю. Почему ты мне не сказал? Я сказал. Почему не сказал сразу, как только я вошла? Ты не спрашивала. А что это я должна была спрашивать? Я, знаешь ли, не имею такой привычки зайти в чужой дом и сразу «Здрасте, я Джилл Тейнер, а ты случаем не слепой?» Ну, у меня тоже нет такой привычки подойти к первому встречному. Разрешите представиться. Дональд Бейкер, слепой как крот. Все равно надо было сказать. Я бы на твоем месте сказала. А может, мне было интересно посмотреть, когда ты сообразишь? Ну, теперь ты все знаешь, так как завопишь и рванешь отсюда растворяться в ночи или обойдешься обмороком. Ты еще шутить можешь. Слушай, единственное, чем меня можно достать, это когда начинают ахать и охать. Терпеть этого не могу, так что не начинай, ладно? Ты что, уже настолько привык? Да мне как-то и не к чему было привыкать. Я ведь так родился слепым. Другое дело, если бы я сначала видел, а потом ослеп. А для меня слепота – это норма. Да я вообще только в 6 лет понял, что все остальные не такие, как я. Но тогда это уже мало что меняло. Так что расслабься, не бери в голову, разрешается даже смеяться. Смеяться, что ты слепой? Ну, если другого повода у тебя нет. Я просто никогда со слепыми раньше не сталкивалась, ты первый. Поздравляю. А кто был первым зрячим, помнишь? Нет, ну на улице, конечно, я встречала слепых, ну таких, знаешь, с собаками. А у тебя нет собаки? Да с собакой слишком выделяешься, я и так обхожусь. А как ты не боишься заблудиться? В Нью-Йорке я и то боюсь. А чего бояться-то? У меня есть палка, взял и пошел. Могу даже точно сказать, сколько шагов от двери до булочной, до прачечной, до аптеки. Подожди, а где тут прачечная? Сразу за кулинарией. 44 шага от входной двери. Ой, я и не видела. Я тебе покажу. Ну хорошо, а вот здесь ты же можешь на что-нибудь наткнуться и расшибешься. Да я точно помню, где что стоит. Холодильник. Холодильник? Кухня. Магнитофон. Гитара. Вешалка. Моя палка. Кровать. Обеденный стол. Телефон. Теперь, если ты еще поставишь на место пепельницу... А, да. Так что, если здесь ничего не передвигать, я не хуже любого другого. Лучше, лучше! А я вот у тебя никогда ничего найти не могу. У меня вечно кетчуп где-нибудь среди колготок, колготки в духовке. Так что, если хочешь видеть настоящий бедлам, зайди ко мне и посмотри. Черт!
ты ради бога. Я абсолютно нормальный человек, только ничего не вижу. Вообще, сама слепота ерунда. Вот что по-настоящему действует на нервы, это то, как люди реагируют. Устраивают какой-то цирк. Так что хоть ты не начинай, ладно? Попробуй, ну, просто я же никогда раньше со слепыми не сталкивалась. Да, мы народ малочисленный, что-то вроде эскимосов. У тебя много знакомых эскимосов? Нет, ну, по крайней мере, я никогда не думала, что слепые, они вот такие, как ты. Ну, такие, как я, не все, только самые отборные. А ты знаешь, для меня всегда в слепых что-то было жутковатое. И правильно. Днем, когда в мире светло, мы прячемся в черных подземных норах и спим. Когда же тьма окутает землю, мы просыпаемся и проникаем в дома добропорядочных граждан сквозь подземные коридоры, чтобы напиться их крови. Господи! Вот почему про нас так и говорят: слеп как крот. Нет, а это правда, что у слепых есть какое-то шестое чувство? Ну, во-первых, оно было бы только пятым. Во-вторых, это неправда. Но другое дело, что слух, обоняние, осязание у меня, наверное, развиты чуть лучше, чем у тебя. Мне ведь приходится ими больше пользоваться. Слушай, я обалдею. Ты к этому так легко относишься? А я передвинулась. Я у телефона. Я знаю. Откуда ты знаешь? Но я же слышу, звук теперь идет с другой точки. Класс. А как это у тебя получается? Да очень просто. Закрой глаза. Ну, закрыла. Закрыла? Закрыла. Ну? Ну? Ну где я теперь? Здесь! Получается! Ей-богу, ты молодчина. Я бы на твоем месте вся и страдалась. Я бы на людей уже кидалась, точно тебе говорю. А ты на себя наговариваешь. Уж такой, как ты, я бы точно не была. Но у меня же ни на грош никакой ни воли, ни выдержки. Да думаешь, у меня воля есть? Это я так от природы, такая прелесть. Ну уж такой, как ты, я бы точно не была. Я смиренно не приму, вечной ночи нет. В бешенстве я прокляну уходящий свет. Дилан Томас. Кто? Ну это же стихи Дилана Томаса. Иди ты. По-твоему, что я знаю стихи Дилана Томаса? Ну, во всяком случае, ты их прочла. Сдохнуть можно. Понятия не имею, откуда это у меня в голове. А вот что я по-настоящему знаю, так это Марка Твена. Хочешь, прочту свой любимый отрывок? Ну, валяй. Я прошу одного. Свободы. Свободны же бабочки. И люди не могут отказать Гарольду Скимполу в том праве, которое они признают за бабочками. Ты знаешь, а я иногда себя чувствую бабочкой. Ну как? Понравилось? Понравилось. Жалко, Марк Твен тут ни при чем. Это почему? Ну, потому что это написал Диккенс. Ты уверен? Конечно. Гарольд Скимпл — это из «Холодного дома» Чарльза Диккенса. Так я же в жизни Диккенса не читала. Ну, я была уверена, что это Марк Твен. Ну, хотя и его я не читала. Слушай, а вот ты читал? О, Господи. Да читал и Диккенса, и Марка Твена почти всего. И перестань дергаться через каждое слово. Все это напечатано по системе Брайля для слепых. А что, вслух тебе не читают? Ну, почему же читают газеты, журналы? Хочешь, я тебе как-нибудь почитаю? Конечно. Слушай, а каких-нибудь порнушных книжек у тебя нет? У меня и не порнушных нет. Жалко. Это единственное, что не издают по Брайлю. Я тебе как-нибудь почитаю.
Ой, сама-то я и знать не знаю, что в мире творится. Меня ничего не волнует. Не говори глупости. Животных и тех что-то волнует. Если тебя совсем ничего не волнует, значит тебя просто нет. Меня еда волнует. Еда? Ну да. Насчет поездки меня постоянно волнует. Ну вот видишь, уже кое-что. Ну а чтобы по-настоящему что-то волновало, надо про это слишком много знать. А я никогда никуда глубоко не влезала. Проще говоря, не любишь лишних сложностей. Ну, скажем так, знаю свои недостатки. Уже полдела. Когда знаешь свои недостатки, можно попытаться их исправить. Ты наверняка способна на гораздо большее, чем думаешь. Говори, говори, мне это нравится. Да ты лучше сама себе это говори. Слушай, какой класс, ты ее вчера играл. Да я ее еще дорабатываю. Две последние строчки никак не найду. Ну как, правда ничего? Да ты что? Полный кайф! А ты бывал в Лос-Анджелесе? Нет. Говорят, у вас там климат потрясный. Климат потрясный, погода паскудная. Нет, ну если у тебя есть сад, бассейн, все такое, жить, конечно, можно. Мне тут больше нравится. Хотя многие говорят, что Нью-Йорк это место, куда каждый должен съездить, но жить здесь не стоит. А по мне самый кайф жить там, куда каждый должен съездить. А тебя-то что заставило сюда приехать? Да ничего меня не заставляла. Сама решила все поменять. Хочу стать актрисой. Говорю, хочу, а стану или нет, это вечером выяснится. Иду показываться в один театр. Есть роль. Ну, правда, еще не на Бродвее, но я пока не гордая. А что за роль? Интересная? Мне нравится. Главное, про одну девчонку, которая выходит замуж, и у нее начинается, ну, полный облом. Потому что муж оказывается гомиком. Не, ну сначала на повесе он был просто алкаш, но сейчас же в искусстве моды на гомиков, вот они и переделали. Слушай, а ты сам случаем не гомик? Да нет, только слепой. А у меня один из самых близких приятелей голубой, Денис, он дизайнер. Вот эту вот блузку он сам шил. Скажи, классная. Говорю, классная! Денис, он ужасно славный, с ним весело. А вот кого я по-настоящему терпеть не могу, так это лесбиян. Все такие зануды вообще вот юмора не понимают. Вот если он голубой, то и голубой. А если она, то не голубая, а тоска зеленая. Ну так что в этой пьесе-то? Она обращает мужа на путь истинный. Почти. Только в конце он сбегает с ее братом. С братом? То есть ее муж становится ее невесткой? Или она сама себе становится невесткой. Не, ну шансы-то у меня вроде неплохие. Ну, режиссер мой приятель. Но надо, чтобы я еще понравилась автору пьесы. А кто режиссер? А, вряд ли ты его знаешь. Его зовут Ральф Остин. Он здесь уже поставил несколько спектаклей, но настоящего шлягера у него еще не было. Начинал он в Лос-Анджелесе. Мы с ним вроде как там жили пару месяцев. А потом он предложил, чтобы я вышла за него замуж. Второй раз замуж я и подумать об этом не могла. Ты его любила? Ну, нет, наверное. Но я, наверное, никого никогда по-настоящему не любила. Да я и не хочу. Привяжешься, а потом непременно кто-нибудь будет страдать. Слушай, ты есть не хочешь? Да нет, не очень. А ты что, хочешь есть? Я же говорю, что я всегда хочу. Такой аппетит даже стыдно. Ну, слушай, давай я скажу в кулинарию, я же теперь знаю. Делаешь 44 шага. Попадаешь в прачечную, до кулинарии 51. Да у меня тут есть кое-что. Что у тебя есть?
немного ветчины, помидоры и салат из капусты. Слушай, да у тебя тут своя кулинария. Ты что, сам ходишь за покупками? Конечно. Нет, ну я еще могу понять, как ты различаешь монеты. А вот бумажки. Как ты отличаешь доллар от 5? Это доллар, верно? Да, как ты догадался? Долларовые бумажки у меня сложены один раз, 5-долларовые 2, 10-долларовые 3. А если у тебя будет бумажка в 20 долларов? Я умру от удивления. Помочь тебе? Да, там в ванной ящики, ножи и вилки. Можешь накрывать стол? Что? Слушай, а давай не на столе. Давай устроим пикник. Пикник? А где? Да прямо на полу. На полу? Ну хорошо, тогда накрывай пол. Слушай, а слепота она передается по наследству? Не знаю, ничего про это не слышал. А вот твой отец, он видел? Навряд ли. Он 6 лет как умер. Но до этого у него со зрением все было в порядке. Ты, наверное, его сильно любил? Сильно. Это был мой единственный настоящий друг. Я бы дружил с ним, даже если бы он не был моим отцом. А его смерть дико повлияла на мать. Она решила, что теперь она не только мать, но и отец, и сестра, и брат, и полиция, и ФБР, и Верховный суд. Нет, ну это мне понятно. Но отчего ты родился слепым, а? Доктора это как-то объяснили, а? Слушай, а я слыхала, что слепые часто рождаются у женщин, у которых сифилис. Твоя мать не могла подцепить сифилис? Погоди, вот увидишь, что тогда скажешь, могла она или нет. Когда это я увижу? Через месяц. У меня ведь всего месяц остался, а потом она явится поглядеть на число. А вообще-то о ней могла слышать, она несколько книжек написала. Флоренс Бейкер, не слыхала? Не, брат. Ну ты же сам видел, я могла ее книжки наизусть выучить и сама не знать. У нее целая серия детских книжек, а знаешь про что? Про детей, наверное. Про слепого мальчишку, маленький Донни, победивший мрак. Донни, победивший мрак? И все это про меня. Ну чего не скажешь, чтобы набить себе цену. Да правда, клянусь тебе. Я из-за этого ненавижу, когда меня называют Донни. Скажи, где остановиться? Стоп! Давай. О, подожди-ка. Куда? Сейчас увидишь. У меня кактус расцвел! На, держи. Осторожней. Понюхай. Да. Ну ладно, расскажи мне про этого победившего мрака. Можешь хоть так скажу его поменьше. Ну, этому Донни 12 лет. И родился он так же, как я, слепым. Но для малыша Донни это чепуха. Он и машину сам водит, и самолет, и все такое. Ну, потому как остальные чувства у него настолько развиты, что ему, к примеру, ничего не стоит услыхать за целую милю, что грабители залезли в банк. Он неустрашимый борец с преступностью и вообще со всяческим злом. И поэтому в конце каждой книжки его непременно награждают медалью за заслуги. То полиция, то ФБР, то ЦРУ. А он в ответ всегда говорит: «Самый слепой – это тот, кто не хочет видеть!» А что, полиция ФБР могут давать медаль? Малышу Донни дают, попробовали бы не дать. Слушай, а почему бы нам не выпить, а? У меня только вино. Да я только вино и пью. Вино с колбасой. Да с чем угодно. И что, детям нравятся ее книжки? Подожди, я шаги посчитаю, а то на обратном пути наступлю на тарелки. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Стоп! Слушай, ну ты молодец. Я бы вообще бы вляпалась обеими ногами прямо вон в колбасу. Что? Детям-то нравятся ее книжки? Нравится, наверное.
Знаю. А, ну давай дальше про этого Дольна рассказывай. Что и дальше-то рассказывать еще интересно. Ну, и она сейчас про них пишет? Про Да него? нет, она написала 6 книжек. Они, в общем-то, даже имели успех. Не такой, конечно, как Мэри Поппинс, но всем нравилось. За исключением слепых. В жизни это все совсем иначе. Слушай, у тебя ветчина почти кончилась. Она в этих книжках описывала свои мечты. Каким бы ей хотелось, чтобы был я, этакий слепой супермен. А где ты учился? В гостиной. Со мной специально учителя занимались на дому. А я думала, что для слепых есть какие-то специальные школы. Есть. Но тогда я про это ничего не знал. Да я вообще ни о чем толком не знал до прошлого года. У тебя ветчина вот-вот закончится. Что случилось там в прошлом году-то? С нами по соседству жила одна семья. Флетчеры. Их дочка Линда стала приходить читать мне. После смерти отца она была единственная, с кем я подружился. Она меня с собой сюда, в Нью-Йорк таскала и знакомила со всеми. И на вечеринки брала. У меня совсем другая жизнь пошла. Дома-то я был как какой-нибудь хомячок. Все ласкают, кормят, а из коробки не выпускают. А с ней я уверенность в себе стал чувствовать. И квартиру эту она нашла. Сперва я жутко боялся, аж поджилки тряслись. Потом решился. Хотя, может, и зря. И ничего не зря. Все равно рано или поздно пришлось бы. Твоя мать не вечная. Только ты этого не сообщай. Ну, а где сейчас ты твоя Линда? Пару недель назад она вышла замуж. Сейчас в Чикаго живет. Будь она здесь, мне было бы гораздо легче. Послушай, теперь тут есть я. Прямо за стенкой. Ну, если что, только постучи, и я сразу приду. Да, стучать-то незачем. Можешь хоть шепотом меня позвать, я все равно услышу. Слушай, а почему бы нам не открыть-то эту дверь, а? Какую дверь? Ну, в мою комнату. Откроем и сможем ходить друг к другу, не выходя на лестницу. Нет, я думаю, не надо. Мне, ну, правда, не стоит. Да? А я думала, мы с тобой уже друзья. Нет? Ну, получится, что мы фактически живем вместе. Как это будет выглядеть? Да хотя какая разница, как это будет выглядеть? Лично я все равно этого не увижу. Тогда я думаю... О! Я думаю, вот этим ножом можно попробовать. Давай. А что там за дверью? Да, моя спальня. Ну, как всегда, в самый неподходящий момент. Ой, настоящий грабитель дунул бы, она бы сразу открылась. А вот порядочные люди вроде нас с тобой... Дай-ка я попробую. Хорошо, смотреть не буду. Слушай, а ты бы хотел, чтобы тут вместо меня жила твоя Линда? У меня в мыслях такого не было. Что это вдруг о Линде? Скажи, а ты ее любишь? Разве я говорил, что я ее любил? Нет, ну, если я лезу не в свое дело, ты мне можешь прям так и сказать, чтобы я заткнулась. Меня бывает иногда заносит, но ты ее любил, да? Любил? И сейчас любишь? У каждого человека в жизни должна быть тайна. Пусть это будет моя тайна. Ну, а как она хоть выглядит, это твоя Линда? Да. Красивая. А ты откуда знаешь? Я могу пальцами ощупать лицо человека и сказать, какой он. А какая я? Тебе интересно? Интересно. Я дико красивая.
Серьезно? Такими вещами не шутят, между прочим. Знаешь, я часто думаю, если б мне на секунду дали зрение, я бы хотел увидеть, какой я. А я тебе скажу, какой ты. Ты ужасно милый и ужасно сексуальный. Какие у тебя мягкие волосы. И такие длинные. Что это? Что это? Что это? Ты чего всего-навсего парик? Его надевать, когда он свои волосы, не очень. Так это не твои волосы. Это даже не мой парик, я его одолжила у Сьюзен Портер. Ну ты не волнуйся, свои же волосы у меня есть, видишь? В смысле, чувствуешь? Это что? Что? Накладные ресницы. У тебя нет своих ресниц? Есть, конечно. Их же гораздо длиннее, с ними глаза кажутся больше. Твоя Линда что, не носила? Нет. Наверное, у нее свои длинные были. Я ее прям ненавидеть начинаю. Ну ладно, можешь продолжать дальше. Да я уже боюсь. Не бойся, дальше будет натурально. Как? Скажешь, я не точная копия Элизабет Тейлор? Я не имел возможности потрогать оригинал. А нас с ней не отличить, особенно без помощи зрения. А это моя грудь, моя натуральная, и левая, и правая. Что с тобой? А ты не понимаешь? Понимала бы, не спрашивала. Слушай, тебе это зачем? У тебя что сегодня, день помощи инвалидам? Так я в твоей жалости не нуждаюсь. Да какая еще помощь, Господи? И делать то, что хочу. То, что хочу сама. Сейчас ты сам увидишь, что я вовсе тебя не жалею. Какая еще помощь? Что ты там ищешь? Ничего не могу. Кто? Кто же никто?
хорошее дерево. Еще и перламутр. Что ж ты там хранишь? Все самое важное. Вот это, например, осколок Луны. Я его нашла в пустыне, показала одному знакомому геологу, и он сказал, что никогда такого минерала не встречал, и что, наверное, эта штука упала с неба. Похоже на обычный камень. Похоже, но не камень. Окей. Так, о, это мой молочный зуб. Это чего? О, это фотография мы ставили в школе спектакль «Джунгли». Да. Да, не очень удачно. А это мое завещание, моя последняя воля. Завещание? Да, еще распоряжение, как меня хоронить. После моей смерти все мое имущество будет поделено между 4 моими самыми лучшими друзьями. Имена я потом пишу. А говорила, всего мрачного боишься. А ничего тут мрачного нет. Похороны вовсе не должны быть мрачными. Я хочу, чтобы заупокойная служба прошла в самой большой церкви. Но только чтобы все скамьи оттуда вынесли, а на пол накидали как можно больше подушек. Ну, чтобы каждый мог посидеть или полежать. И чтобы никого в черном. Все должны быть в самом ярком и нарядном. И вообще, чтобы каждый мог выпить, покурить и вообще делать все, что угодно. А стены, чтобы расписал Сальвадор Дали с самыми отвратными картинками! И чтобы везде были цветы. Но я не ветки, конечно, а охапки живых цветов! Тогда уж надо и бабочек! Само собой, туча бабочек! Туча! И чтобы все время музыка, чтобы Роллинг Стоун запели, и чтобы Саймон и Гарфанкель, и Гарф, и Вянский хор мальчиков! И я! И ты! Подожди! Эта песня посвящается тебе! Эй, вы еще живы? Я не вижу ваших рук! А? Как тебе ходится, как тебе бродится, что дорогого сердцу находится там, на земле святой. Ты поскорей возвращайся, пожалуйста, но не из чувств какой-то там жалости. Если душа позовет, я за мечтой утромой раскаленною расширю желтой рощи зеленою тенью иду за тобой. Ну а когда там свободнее дышится, видится зорче, просторнее пишется, ты продолжай полет. Ты поскорей возвращайся, пожалуйста, но не из чувства какой-то там жалости. Если душа позовет, я за мечтой утромой раскаленною расширю желтой рощи зеленою тенью иду за тобой.
тебя есть подарок. Какой? Давай. Стой. Так. Опять садись. Хоп. О. Хоп. Что это? Угадай. Ожерелье? Это бусы. Бусы всеобщей любви. Ты их обязательно должен носить, если собираешься выступать со своими песнями. Ничего про это не слышал. Да ты что? Их все отварные певцы носили. И Донован, и Джимми Хендрикс. Слушай, а кроме бус, что еще нужно? Для начала костюм. Я думаю, надо что-то такое придумать, чтобы прям все легли. Я уж про прическу твою не говорю. А что прическа? Да, погоди, я тебя сейчас сама причешу. Да чем прическа-то плоха? Да так! Слишком аккуратная. Прямо как у этого страхового агента. Так, где это? Слушай, а поесть ничего не осталось, а? Есть хочу, умираю. Уже? Ну так что я сделаю? Вроде должна быть еще пара яблок. Вижу большой пучок салата, а яблоко только одно. Значит, оно твое. Спасибо. Все, закрывай. Так, ты иди сюда. Подожди. Так. Садись. Садись, не бойся. Так, подержи-ка. Это тоже подержи-ка. Все, и не шевелись. Хорошо. Ой. Слушай, да я вовсе не желаю выглядеть как хиппи. Ну ты не будешь выглядеть как хиппи. Ты будешь только чуток по-хиппи. Это мое! Чуток по-хипповее. А ты сама когда пошла в хиппи? Я-то сразу после этого своего замужества. Но вообще-то я хиповать начала в знак протеста против своей матери, но из этого ничего не вышло. Потому что, когда я заявилась домой во всем своем хиповом прикиде, ну, то есть там эти сандали, набор в ногу, у меня не бусы, волосы распущенные. Мать чуть с ума не заскочила. До того ей все понравилось. Тут она сама распустила космы, напялила сандали, бусы. Ну, в общем, захиповала еще почище меня. Ну и как тут будешь протестовать против человека, который делает то же самое, что и ты, а? Тогда я решила сменить пластинку. Все, поворачивайся. Второй. Слушай, а это не слишком? Ну ты что? Тебе появилась это харизма. Чего появилась? Харизма. Ты что, не знаешь? Между прочим, это по-гречески означает, когда тебя все торчат. А между прочим, харизма, поважнее талант. А есть харизма, все, тебя толку ломить все будут. А вообще, знаешь, ты такой замечательный и душевный всем остальным. Ты мне тоже очень нравишься. А можно я задам тебе один вопрос? Какой? Подожди. Ну, когда... Нет. Ну, подожди. Ну, в общем, до того, как... Ну, подожди. Ну, в общем, когда я положила твою руку к себе на грудь, тебя это поразило? Ну, в общем-то, да. Ну, я, конечно, не про целомудрие свое говорю. Ну, просто не ожидал. Раз! И вдруг чувствую женская грудь! А может быть, ты думал, что я кладу на грудь руки каждого встречного? А почему я должен так думать? Вообще-то, когда у меня возникает желание залезть с кем-нибудь в койку, я ему вот так вот улыбаюсь слегка, и он сам все соображает. Ну-ка, ну-ка, улыбнись, я хочу пощупать эту улыбку. Знаешь, я вообще-то терпеть не могу говорить про секс, но ты такой потрясающий! Как Рождество! Ты сразу, как я Рождество
Здравствуй, мама. Очень рада, Доня, что застала тебя дома. Джилл, познакомься, это моя мама. Твоя мама? А я что, здесь уже целый месяц? Мама, это миссис Бенсон. Очень приятно. И мне очень приятно. Так вы что, тоже здесь живете? А, нет, что вы! Я только на минутку заскочила к Дональду попросить молнию на блузке застегнуть. Такая молния самой просто никак. Понимаю. Своеобразный способ. Застегивать молнию, сняв блузку. Она где-то здесь. О! Вот же она! Такая молния самой просто никак. Так. Оденься. Мама, а ты почему пришла? Мы же с тобой, кажется, договаривались 2 месяца. Я была здесь, рядом. Ты же собиралась в универмаг Сакса. Угол 5 и 50 улицы, а здесь 11. Это называется рядом? Так, я купила тебе вот пару рубашек и решила занести, вдруг тебе понадобится. Прекрасно знаешь, не нужны мне никакие рубашки. Ты тоже мне изобрела предлог. А то... Извините, я вот вас... Ой. Вас вот тут вот не затруднит, а? Что? Так значит, ты вот для этого ушел из дома? Да, для этого. Не Букингемский дворец. Нет, скорее Тадж-Махал. А ты что, теперь ешь на полу? О, да, мы тут устроили что-то вроде пикника. Ты знаешь, это очень забавно есть на полу. Попробуй как-нибудь. Дорогой, а откуда весь этот дивный гарнитур? Кое-что тут было, кое-что я докупил. Докупил? Значит, теперь у нас платные помойки. Боже правый. А там что? Где? Куда ты смотришь? О, там моя комната. Да? Скажите, миссис Бенсон, а вам не приходила в голову мысль нанять бригаду мусорщиков? Обойдусь. Я, может быть, и неряха, но не грязнуля. Грязь и беспорядок – это разные вещи. Да, зато теперь я знаю, у кого консультироваться насчет грязи и беспорядка. И что? Вот эта дверь, она всегда открыта. Нет, обычно она закрыта. Я ее сегодня открыл. О, так, а это что такое? А теперь куда ты смотришь? Знаешь, мне самой интересно. На твою кровать. Мама, это моя кровать. Классная, да? Доня, мальчик мой, да как же ты спишь-то на такой высоте? Как младенец. А если свалишься вниз? Встану и залезу наверх. Так, а малыш, где ты хранишь свои вещи? В ванной. Там шкаф и комод. Комод в ванной? Прелестно! Слушай,
все 100. Насчет чего? Слушай, какой там сифилис. Странно, как ты-то у него появился. А почему ты меня представил как миссис Бенсон? Да сам не знаю, так вроде более солидно звучит. А что он там делает, а? Проверяет состояние унитаза. Она же выдающийся эксперт по унитазам! Тихо. Слушай, а как ты догадался, что это именно она вошла? Она же молча вошла. По запаху Шанель номер 10, как этот запах, слышу, все сейчас появится. Это у нее место полицейской сирены, да? Ой, мамочки! А сейчас она что там делает? Копается в ящиках, проверяет, как там у меня с нижним бельем. В общем, выискивает компрометирующий материал, чтобы забрать меня отсюда. Хотя я был уверен, что она еще с порога скажет: клянусь, у меня сейчас начнется истерика. Даже странно, что она молча вошла. Ну еще не вечер, еще скажет. Да нет, она должна была сразу сказать, я все их привычки знаю. Слушай, давай поспорим, а? На сегодняшний ужин. Если не скажет, то ужинай у меня. А если скажет, то у тебя. Проигравший покупает жратву. Договорились, но можешь сразу идти в магазин. Ничего не скажешь. Чудная ванная. И это все? Я ожидал большего. А я еще не закончила. Я еще даже не начинала. Ну тогда давай выступи и успокойся. А, собственно, сказать можно только одно. Вот сейчас. Это счастье, что ты не видишь, как ты тут живешь. Во всяком случае, счастье, что здесь, а не там. Да, кажется, я проиграла. Ну ладно, в 7:30, ладно? Договорились. Ведь у тебя в этой комнате даже ванной нет. Мамочка, ванна здесь, под столом. Что? Как? У меня сейчас начнется истерика. Ты выиграла! Гамбургеры и сэндвичи сойдут? Ладно, только не меньше, чем по 2 набрать. Тони, малыш, это твоя квартира. Да в конце концов, бог с ней, самый обычный клоповник, но прости, то как ты сам выглядишь, так? Ты же истощен до последнего предела. До последнего, мамочка, еще далеко. Мой вес точно соответствует росту, а главное возрасту. Или ты забыла, мне уже скоро 11. Вот, судя по остроумию, не больше 5. Так, и чем же ты тут питаешься? М? Как? О, какое разнообразие! Пучок салата. Ой, нет, и яблоко. Где там яблоко? Под салатом. Я же говорил, что там 2. Точно. Постойте-ка. Скажите, а где же мистер Бенсон? А это кто? Ну, я полагала, это ваш супруг. А, вы про Джека? Понятия не имею. Последний раз я его видела в Лос-Анджелесе на бульваре. А что? Да? Хотелось уяснить, каково ваше семейное положение. А никакого. Жил разведена. Простите, а сколько же, интересно, вам лет, миссис Бенсон? 19. 19? И вы что, успели уже и замуж выйти и развестись? И как долго вы были замужем? 6 дней. 6 дней? А на 7-й вы почили от трудов своих?
А на 7-й день я от своих трудов отвалила. Решила начать новую жизнь. Да. Сегодня меня будут пробовать в театре. Пробовать? Вот интересно, и на какой предмет? Отшел надеяться получить роль в одном театре. Правда, еще не на Бродвее. А по-моему, я разговариваю с миссис Бенсон. А я надеюсь получить роль в одном театре, правда, не на Бродвее. Так стало быть, вы актриса. Ну, Ну, тогда я могла вас видеть в каких-нибудь ролях, но кроме как в роли жертвы, не застегнутой молнией. это вряд ли. Если только вы со мной в одно время в школе учились, мы там спектакль ставили «Джунгли». Я была как одна. Вот, несомненно, это ваша роль. А еще год назад я снималась на телевидении в фильме про панацин. Панацин? Ну да, это такое лекарство от повышенной кислотности. Не знаю, вот повышенная кислотность одна из немногих неприятностей, которых у меня пока еще нет. А так всегда, мамочка. У одних есть все, а у других ничего. Так, Донни, не напрашивайся. Скажите, а ваша мать знает, где вы находитесь? А как же? И что же, она одобряет ваш образ жизни? Мама, ты что, полицейский инспектор? Частный детектив. А ты все-таки напрашиваешься, да? Надеюсь, миссис Бенсон не станет возражать, если я задам ей пару вопросов. Знаете, вообще-то мне уже пора. Так, чем занимается ваш отец? Который? Простите, у вас их что, несколько? 4. 1 настоящий и 3 отчима. Так значит, вы из распавшейся семьи. Даже сразу из нескольких распавшихся. Ладно, до вечера, Дон. Желаю удачи. Спасибо. Не забудь в 7:30. Хорошо. Так, и что такое будет в 7:30? Мы с Джилл вместе ужинаем. Миссис Бенсон! Ужинаем вдвоем, только вдвоем, понятно? Вы кое-что забыли. Что она забыла? Волосы Сьюзен Поркер. Какого дьявола ты с ней так разговаривала? Как? Устроила форменный допрос. Ты что, генеральный прокурор Скарсдейла? Так, но я полагаю, я имею право знать, с кем общается мой сын. А лучше поговорим о моих правах. Тебя здесь еще целый месяц никто не ждал. Что тебя приспичило заявиться? Так, а с каких это пор ты со мной разговариваешь подобным образом? А с каких пор ты влезаешь ко мне как шпионка? Никто к тебе не влезал, вот дверь была. Дай распашку. Могла бы постучать. А почему ты не запираешь двери? Теперь-то уж я точно буду запираться. Ну почему надо было поселиться именно вот в этом отвратительном районе? Хотелось, чтобы было похоже на наш родной Скарсдейл. Малыш, ну можно же было нормально жить, среди нормальных людей. Не знаю, но где-нибудь в районе 60-й, 70-й улицы. Уже начиная с 30-й нормально живут одни жулики. Знаешь, вот лично мне, среди вот этой вот подобной публики, было бы просто страшно. А у меня здесь хорошие отношения. Я бы даже сказала близкие. Подожди. Малыш, а ведь только сегодня утром ты сказал, что не знаешь даже имени этой миссис Бенсон. Утром не знал. Мы с ней позже познакомились. И так стремительно подружились. Да, она очень общительная. А вот это заметно. Можно задать тебе интимный вопрос? Нельзя. Скажи, а ты с ней уже? Я уж думал, ты и не спросишь. Уже. Как будто я не
зачем спрашивать? А теперь понятно, для чего тебе так необходимо было жить отдельно. Ведь вовсе не для того, чтобы заняться чем-нибудь полезным, нет. Тебе же нужен был вот этот притон, где бы ты мог день и ночь предаваться оргиям. Ну о чем ты, мамочка? Оргия это как минимум втроем. Дуня, мальчик мой. Дуня, я же тебя знаю. Ну сначала голову тебе заморочила. Это Лита Флетчер, а теперь что? Влюбишься вот в эту новую девицу? Возможно. Зато в одном можешь быть уверена. Я не гомиш. Так, я тебе скажу как мать. Миссис Бенсон отнюдь не девушка твоей мечты. Нет, ну все, она утопится. Во-первых, она явно не умна и не образована. А это ты зря. Она даже знает наизусть стихи Дилана Томаса. Скажите на милость. Зато Дилан Томас вряд ли стал бы ее цитировать. Шутка, ха-ха-ха. Но внешне. Ну, внешне-то ведь лучше просто смотреть, ну не на что. Да вот я и не смотрю. Эти крохотные поросячьи глазки. И фигура, как палка. Считай, что ты описала девушку моей мечты. Ты, к несчастью, не можешь видеть, что хорошо, а что нет, а я могу. Я могу посмотреть на человека и увидеть, что у него в глазах. Зато я могу увидеть сразу, что у него в душе. Или ты забыла, твой малыш Тони ужасно проницательный. Слушай, не говори ерунды, ты ничего не знаешь про жизнь. А кто виноват? Из-за кого я даже в школу не ходил с остальными детьми? Ты не мог? Почему? Существуют школы для слепых. У нас была возможность учить тебя дома. И я считала, что так будет лучше, чем отдать тебя туда, где бы ты постоянно находился в окружении этих слепых, точно прокаженных. Вот оно что, мамочка. Значит, я для тебя прокаженный. Перестань. Что за чушь? Нет, это не чушь. Ты же всегда в глубине души считала позором, что произвела на свет слепого. В этом нет никакого позора. Ну, скажем, не позор, легкий стыд. Да ты же никогда не давал мне повода стыдиться. Входи. Ужасно неловко вас беспокоить, но тут тоже молния. Ну. Мерси! Первый раунд за тобой, главное держись. Да. Она будет тебе большой помощницей. Самоотец. А вот тут я помогу. Дуня, малыш, а я знаю, что мы с тобой сделаем. Ты вернешься домой, и мы закажем вот точно такую же кровать. Да, у нас там и лесенка есть в гараже. Ну, Чудная идея, мамочка. Но там многого другого нет. ну что ж. Ладно. Но учти, если ты останешься здесь, от меня больше никакой поддержки не жди. Ну и куда ты собрался звонить? В редакцию Daily News. Материал как раз для них. Флоренс Бейкер лишает поддержки несчастного калеку. Дуня, а
я ведь серьезно. Серьезно? Тогда лучше в «Таймс». Так. И на что ты собираешься жить? Ведь все, что тебе удалось скопить, ты ведь наверняка истратил. Кое-что еще осталось. А когда не останется? Тогда возьму кружку и пойду просить милостыню. А вот теперь мне за тебя действительно стыдно. Да ты не бойся, мамочка. Рядом с твоими любимыми магазинчиками я попрошайничать не буду. Да. Тони? Малыш, ну, может, оставишь свои шуточки, а? Знаешь, я просто хочу знать, какие у тебя планы? Играть на гитаре и петь. Ты же сама говорила, у меня неплохо получается. Да, но я вовсе как-то не думала, что ты собираешься сделать из этого профессию. Слушай, да ты вообще представляешь, какая вот тебя ждет конкуренция? У меня шансов не меньше, чем у других. Даже больше. Во мне есть это... харизма. Харизма? И это у тебя здесь появилось? Ну и как же ты пришел к такому блестящему решению? Да очень просто, мамочка. Методом исключения. Сомневаюсь, чтобы в Pan American мне с большой радостью доверили бы штурвал Боинга. Другие авиакомпании, пожалуй, тоже откажутся. Фотография. Ясно, мимо. И футбол. Водить такси тоже не подходит. Можно, конечно, пойти в Матадоры, но очень мрачные перспективы. Хороший вариант. Стать врачом-окулистом. Был бы тогда тот самый случай. Слепой ведет слепого. Это шутка, мамочка, маленькая шутка. Что ты там делаешь? Что я должна была сделать сразу? Я забираю тебя домой. Брось, мама, ничего не выйдет. Ты, конечно, ты не можешь оставаться здесь один. Я не один, у меня есть друзья. Да, ты, конечно, решил, что одурачил меня своими сказками насчет твоих вечеринок. Не было никаких у тебя вечеринок, и никаких друзей у тебя нет. Не было, а теперь есть. Теперь у меня есть миссис Бенсон. Да собака-поводырь была бы надежнее. А с ней не было бы так весело. Тем более у меня уже есть мать поводырь. Совершенно верно. И сейчас она поведет тебя домой, а миссис Бенсон придется поучиться застегивать молнию самой. Дай сюда чемодан. Так. Слышишь? Дай сюда чемодан, мама. Дай сюда чемодан, я сказал. Мама! Мама, отдай чемодан. Ну, прошу тебя, мам, ну перестань за меня волноваться, а. Ну, не получится с музыкой. Выучусь на адвоката. А то займусь какой-нибудь ручной работой. Ну, сейчас же слепые многое могут делать, а. Ну, не переживай, правда. Ну, все, мам, мне надо идти. Спасибо, что пришла. Куда тебе надо? Купить кое-что к ужину. Я же сказал, мы с Джилл сегодня ужинаем. Я подожду, пока ты вернешься. Нечего тебе тут ждать. Возвращайся себе спокойно в Скарсдейл. Утром я тебе позвоню, мы все обсудим. Ну, прошу тебя, чтобы к моему приходу ты испарилась. Я думала, мы сегодня вместе поужинаем. Твои планы изменились. Я же сказал, я и миссис Бенсон, причем вдвоем, понятно? Чего ж не понятно. Сперва
ужин, а потом оргия. Да? Хотелось бы. Наконец-то тебе открылась страшная правда. Маленький Донни вырос и стал большим развратником. Вы меня? Да. Да. Вы не зайдете на минутку, миссис Бенсон? Ну, вообще-то мне уже через 15 минут надо выходить, а то я еще плохо знаю век и постоянно опаздываю. Не беспокойтесь. Я сама прослежу, чтобы вы вышли вовремя. Знаете, мне кажется, нам надо поговорить. Как женщина женщине. Прошу вас, садитесь. А может быть, кофе или чаю? Нет, спасибо. А вот если яблоко еще там? Конечно. О, вот оно. Знаете, сейчас надо очень тщательно мыть все фрукты и овощи. Сейчас же все опрыскивают химией. Хотя, на мой взгляд, натуральные фрукты куда полезнее. Знаете, я очень люблю, когда яблоки так отмыты, что... что блестят. Ой, а мне это сейчас что-то напомнило. Не знаете что? Ну откуда же мне знать? Вы мне протянули яблоко, блестящее, отмытое. Ой, ну конечно, Белоснежка. Помните, ее там ведьма отравленным яблоком угощает? Простите, миссис Бейкер, я совсем не то имела в виду. Вы вовсе не ведьма. Да и вы. Не Белоснежка. Мне там на сцене не один час придется просидеть. Ей-богу, прям там умру с голоду. Ну, роль-то вы получите. Да вы и сами это прекрасно знаете. Почему вы так уверены? Да потому что вы хорошенькая. А для тех... А для театра больше ничего не требуется, верно? Сейчас просто хорошенькой быть мало. А потом, ну, вовсе я не хорошенькая. Может быть, я не совсем стандартная. И при определенном освещении могу быть ничего, но хорошенькая вот уж нет. Глупости.
необыкновенно хорошенько. Ну еще бы. Эти крохотные поросячьи глаза. А фигура как палка. Ну как? Скажите, это не вы говорили, а? Ну а чего же, милочка, раз вы сами все слышите. Знаете, мне нравится ваша искренность, ваша прямота. А ведь вы молодая, но весьма уже опытная женщина, не так ли, миссис Бенсон? Видимо, вот только не надо меня больше называть миссис Бенсон. Извините. В самом деле, ну почему бы мне не называть вас просто Джим? По-дружески. Итак, Джим, вы рассказывали о своем детстве. Я? Должно быть, это очень интересно иметь столько отцов. Ну еще бы не интересно. Все мужья у моей матери были такие разные. Угу. И чего я только от них не наслушалась. И про то, как надо жить, и про все на свете. Не сомневаюсь. Так это стало быть, благодаря особенности своего детства, вы сумели стать столь опытной и искушенной? Видимо. И уж если я столь опытна и искушенна, то понимаю, что не затем вы меня сюда позвали, чтобы расспрашивать меня про мое детство и расписывать мне, какая я хорошая. Знаете, мне хотелось понять, вот что у вас может быть общего с домом? Вы ему очень нравитесь. А он мне тоже очень нравится. Я таких, как он, и не встречала. Как представишь себе? Жить и знать, что никогда и ничего не увидишь. Ни цветов, ни картин, ни обыкновенной рождественской открытки. Я бы лучше умерла. А Дону хочется жить. Я хочу сказать, жить настоящей жизнью. При этом он еще и шутить может. Да он просто потрясающий. Значит, зла вы ему не желаете? О! Наконец-то! Подошли к самой сути дела. К примеру, почему бы мне не помочь вам уговорить его вернуться домой, так? Да. Да, вы знаете, Доня, он же прекрасно себя чувствовал дома, правда, до тех пор, пока вот эта Линда Флетчер не внушила ему, что он должен жить отдельно. А может быть, это вам так удобно думать, что ему хорошо только возле вас, а, миссис Бейт? Самый слепой – это тот, кто не хочет видеть. Видите? Я могу цитировать не только Дилана Томаса, но и маленького Донни, победившего мрак. Знаете, вы не перестаете меня удивлять. Ну, на то мы и опытные, искушенные женщины. Поразительно. До чего у вас много общего с Линдой. Надо отдать ему должное. Мой мальчик Донни проявляет постоянство вкуса. А почему вы его зовете Донни? Да потому что его так зовут. А он терпеть не может, когда его так называют. Мне он этого никогда не говорил. Ну, наверняка говорит. Только вы же не слышали. Самый глухой – это тот, кто не хочет слышать. Значит, вы полагаете, что для Донни будет лучше, если он останется же здесь в одиночестве? Я полагаю, что для Дональда будет лучше там, где он сам захочет. И здесь он не в одиночестве, здесь есть я. Вы? Простите, и надолго ли? Вы заплатили за квартиру вперед? Вообще не заплатил. Да, значит, вы можете уехать отсюда хоть завтра. Точно. Тем более, что в браке вы ведь больше 6 дней не выдерживаете, верно? В браке?
моем браке. Ну да. Вам-то эта мысль в голову прийти не могла. Ну почему же не могла? Могла. Могла? Да вы хоть представляете себе, что это такое выйти замуж за слепого? Да на такое не согласилась бы даже ваша матушка. А может быть, оставь Мою матушку в покое! Извините. Извините. Хорошо. Поговорим о вас. Ведь вы видели Донни, когда он в полном порядке. Вот в этой комнате. Где он уже все запомнил? Когда знает, сколько шагов до аптеки, до прачечной. Ну, заберите его вот отсюда, с этой комнаты, с этой привычной улицы, и он погиб. Донни нуждается в человеке, который был бы с ним рядом постоянно, а не 6 дней. Да напрасно волнуетесь. Между нами ничего серьезного, я Да. не тот человек. Зато Донни тот человек. Да бросьте, нам с ним просто весело, вот и все. Весело? А вы знаете, у него с Линдой Флетчер тоже вот так же начиналось. Просто весело. А потом по-настоящему влюбился. А что если и вас полюбит по-настоящему? Вот тогда что? Не знаю. А раз не знаете, остановитесь, пока не заставили его страдать. А вы-то сами думаете, вы не заставляете его страдать? Страдать нет. Я могу его только раздражать. А вот страдать он будет из-за вас. И чем дольше вы с ним будете, тем больнее сделаете, когда уйдете. Так что оставьте его мне. И веселитесь с кем-нибудь другим, кому ваше веселье не обернется слезами, когда вы его просите. А по-моему, кто его по-настоящему и угробит, так это вы. Что? Да! Что вы про него знаете? Вы же с ним вообще как скрутный. Вот вы же даже ничего не знаете. Вы даже не знаете, что он песни сочиняет. Все, на что он способен, это благодаря Линде Флетчер. Вот насчет меня это да, тут вы правы, я не тот человек, только знаете. Кому бы я и дала совет вернуться домой, это вам. Возвращайтесь домой, миссис Бэйби. Возвращайтесь. Очень вам советую. Мама, пожалуйста, выключи, я могу не услышать, когда она придет. Прости, так вот это ты сам сочинил? Да. Как ты догадалась, что это я сочинил? А я не догадалась. Просто спросил. Хорошо. Удивительно. Что удивительно? Что хорошо? Нет. Я хотела сказать, удивительно хорошо. Интересно, и где она так долго? Наверное, еще показывается. Вот что можно так долго показывать? Знаешь, я уже
Беспокоюсь. Что, ты беспокоишься? А ты нет? По-моему, с тобой что-то происходит. И песня моя понравилась, и насчет Джилл забеспокоилась. И уже 3 часа как ничего не говоришь про мое возвращение домой. Что случилось? Ничего не случилось. Я не узнаю свою стальную несгибаемую мамочку. Еще немножко, и ты вообще скажешь, что она тебе нравится. Разве я говорила, что она мне не нравится? Просто мне хотелось, чтобы она была совсем другая. Она и есть совсем другая. Угу. Это-то тебя и не устраивает. Ну, я в ее возрасте, во всяком случае, знала, что такое пунктуальность. Да, и что ж ты знала? А я знала, что если я на 3 часа опаздываю к ужину, то обязана позвонить и предупредить. Чтобы ты опоздала к ужину на 3 часа, да никогда в жизни. А вот это уж точно. Ты бы заявилась на месяц раньше. Слушай, малыш, а ведь она могла заблудиться. Да, она сказала, что здесь еще плохо ориентируется. Могла бы попросить любого, он бы подвез. Ну, Что-то я не припомню, чтобы она говорила, что плохо здесь ориентируется. она мне это сказала. Ну, я бы слышал. А ты тогда, кажется, уже ушел. Она что, заходила, когда меня не было? Не помню. Да, вот кажется. Зачем? Ну, как обычно, застегнуть, мол. Ты же ее при мне Ну, застегнула. а потом она еще раз забежала буквально на минуточку. И о чем же вы с ней говорили? Да я уже не помню. Как же ты запомнила, что она сбивается с дороги? О чем еще ты с ней говорила? Ни о чем особенном. Если ни о чем особенном, тем более скажи. Тоня, почему ты на меня кричишь? Мы говорили про Белоснежку. Про какую Белоснежку? У которой 7 гномов, что ли? А что, есть еще и другая? Из чего это вы вдруг про нее говорили? Да какая разница, говорили и все. Ничего плохого мы про нее не сказали. Мне не нравится, что ты разговариваешь с моими друзьями за моей спиной. Слушай, ну где же за твоей спиной, когда тебя даже в комнате не было? Послушай, Доня, Что? скажи, а вот Линда Флетчер, рядом с ней ты чувствовал уверенность в своих силах? Мама, ты прекрасно знаешь, что я чувствовал рядом с Линдой. Не говори глупости, а? Малыш, это не глупости, ты мне ответь. Рядом с ней ты верил в свои силы? Да, верил. А рядом со мной? Нет? А рядом с тобой я верил в твою помощь. Знаешь, мне казалось, из одного вытекает другое. Совсем не обязательно. А почему ты никогда не говорил, что не любишь, когда я зову тебя Доня? Да 1000 раз говорил. Слушай, если бы 1000 я бы, пожалуй, запомнила. Ну, значит, 999. А что вдруг все эти вопросы? Так, а почему тебе не нравится Доня? Потому что мне каждый раз вспоминается твой малыш Донни, победивший мрак. Что в этом плохого? Подумай. Ну и как же ты хочешь, чтобы я тебя называла? Но на этот раз я постараюсь запомнить. Ну, Дональд, Дон. Да хоть Себастьян, хоть Ирвинг, только не Дон, не малыш, понятно? Слушай, вот Себастьян и Ирвинг — это, пожалуй, слишком.
Все, мам, она пришла, ты можешь идти. Слушай, а там с ней мужчина. Перестань подслушивать во дверь. Знаешь, вот отсюда плохо слышно, но там мужчина. Может, это телевизор? Значит, она разговаривает с телевизором. Мама, я сказала, отойди оттуда. Хорошо. Хорошо. Я отошла. Входите! Привет, я вернулась! Миссис Бейкер, а вы еще здесь? А это со мной Ральф. Ой, Ральф! О, дядя! Ральф, иди. Ральф, познакомься, это миссис Бейкер. А Дон, познакомься, это Ральф. Он будет ставить наш спектакль. Ральф, это Дон. Я рассказала Ральфу про тебя, и он ужасно захотел с тобой познакомиться. Да, старик, мне Джилл рассказал, что ты жутко толковый для человека, который не может видеть. Ты можешь сказать проще, Ральф, для слепого. Это слово входит в мой словарный запас. Точно! Мне Джилл так и сказала, что по этому поводу у тебя нет никаких комплексов, старик. Ральф, не надо кричать. Мой сын не глухой, Виктор Устин. Что? Мой сын не глухой. Извини, старик. Да все нормально. Многие почему-то думают, если человек не видит, так он еще и слышит плохо. Да он 100 раз лучше, чем мы с тобой слышим. Да. Ничего подобного. А обоняние, ты знаешь, какое? О, А может быть, приготовить вам чего-нибудь? Ну, пока я не ушла. Ну, вообще, мы ужинали, ну, знаете, от чашки кофе я бы не отказался. Жил. А ведь вас ждали к ужину. вот! Ты прости меня, Дон. Да все нормально. Все так красиво. Свечи, цветок. Вот теперь ты видишь, что это за человек? Ну, совершенно вылетело из головы. Мы оттуда пошли к Ральфу, чтобы отметить это дело. Я выпила целую бутылку шампанского. И я уже даже не знаю, чего. Бургундское искристое дело. О, точно. Так ты получила роль? Да? И да, и нет. Играть я буду, но не жену. А кого же, комика? Прикольно, старик. Секретарь. Роль, конечно, небольшая, но там есть одна потрясающая сцена, да? Да, старик, Джилл показалась превосходно. Я ее просто гордился. Бог мой, ну как же я психовала. Не, говорить текст это еще ладно. Но оказалось, что надо произносить его перед ними. Голый! Абсолютно голый! Извините, это чашка. Вам помочь? Спасибо. Вот тут уж не поможешь. Кофе приготовить для всех? Мне не надо. Я тоже не буду. Мне чашечку кофе, пожалуйста. А почему Джилл должна была раздеться? Видишь ли, старик, дело в том, что в этой пьесе очень много обнаженных мест. Мы должны были посмотреть исполнительницу в натуре, понимаешь? Старик, я надеюсь, ты не обижаешься, то, что я тебе все это говорю, а? Да, конечно, нет. Как вы пьете кофе, мистер Остин? Сахар, сливки? Нет, просто черный кофе. Может, вы никогда добавить, спасибо. О! По крайней мере, теперь никто не скажет, что я ханжа. Ну кто же рискнет сказать такую чушь? Нет, да мне и самой сначала все это жутко не понравилось. Но потом смотрю, а там кроме меня стоят еще человек 40 или 50. И все абсолютно
пьесы и продюсер. И когда увидели Джилл раздетой, то сразу поняли, что к главной роли она еще пока не готова. Скажите, мистер Остин, на вашей пьесе есть какой-нибудь сюжет? Или для вас это излишняя роскошь? Почему? Сюжет есть и очень даже драматичный. Да, в финале я умираю. От воспаления легких? Адская сцена! Старик, поверь, в этой части я гений. Представь себе, Джилл, Не, алло, Джилл, раздетая, лежит на авансцене и кончается от того, что переборщила с героином. И вот она катается туда, сюда, туда, сюда, и выкрикивает только 3 слова. Она кричит, кричит, катается, Какие 3 слова, Ральф? А мог бы и не спрашивать. Ну, я не знаю, старик. Уместно ли эти слова произносить здесь? Простите? Да. Простите, вы что, намерены произносить на сцене выражения, которые нельзя произнести здесь? Да все нормально, Ральф, можешь сказать. Слушай, а ты уверен, что публика готова воспринимать такие вещи? Готово, старик. Да они умрут, когда услышат это. Я, конечно, имею в виду по-настоящему мыслящую публику, а не этих узколобых и узкозадых дамочек откуда-нибудь из Скарсдейла. А что, я что, кажется, не то сказал, да? А приятно, что хоть кажется. Ральф, миссис Бейкер живет в Скарсдейле. Нет, ну о присутствующих не говорят, это правило. Благодарю вас, мистер Остин. Но я вовсе не желаю быть исключением. И как называется эта ваша пьеса? Пьеса называется «Какая разница с кем?» Как? Какая разница с кем? Обязательно запомню, чтобы случайно не попасть. Ну, придется обойтись без поддержки Скарсдейла. Ну, во всяком случае, на одну узколобую и узкозадую дамочку можете не рассчитывать. Да смотрите, за свои собственные деньги на вульгарность, бездарность, идиотизм. Это наша жизнь, миссис Бейкер. А понос тоже наша жизнь, мистер Остин. Однако не думаю, что из него следует устраивать развлекательное зрелище. Ральф, а вдруг и правда полиция закроет наш спектакль? Ты с ума сошла, детка. Я тебе голову на отсечение даю, что он будет идти как минимум года 3, Да. а может и все 5. Если звезду не делаю, детка. А вот это был бы кайф! Посмотрите, на каждом углу Джилл Теннер, Джилл Теннер, Джилл Теннер, Джилл Теннер. Ну да, Джилл Теннер. Бенсон-то это я по мужу, а выступать буду под своей фамилией Джилл Теннер. Так что вы уже запомните, а то вдруг я звездой сделаюсь, а вы не узнаете, где я это не перенесу. Ладно. Ладно, мне пора. Стил должен принести пьесу, он там сделал кое-какие пометки. Надо идти. Если ты не будешь долго собираться, я тебя подожду. Ты иди, я тебя догоню. Чуть-чуть. Ну, учти, у меня только один шкаф. Детка. Ты что, куда-то уезжаешь? А разве я не говорила? Я переезжаю к Ральфу. Кажется, я говорила. Нет, не говорили. Ну да. Ральф предложил, чтобы я к нему переехала. Но предложил это ты, детка! Да какая разница? Главное, не кто предложил, а что? Я хочу сказать, что я не то чтобы совсем переезжаю, но я хочу сказать, что это совсем недалеко. Ральф, это где? Это другой конец города, детка! О, вот, я и говорю, что совсем недалеко. Там у Ральфа своя квартира, почти такая же классная, как у тебя. Ну, койки такой, конечно, там нет. Но все равно, Кать, ты приходи и сам
нам в любое время, ты будешь для нас как член семьи, да? Я же говорила, что он классный. Ты с Ральфом тоже подружишься, он наш человек. Так жалко, что ты не видишь его лица. Оно у него такое мужественное и сильное. А пусть он тебя щупает, и он поймет, что ты за человек. Так, валяешь. Ему не хочется, мистер Остин. Ну что ж, рад был знакомству, старик. Надеюсь, что мы с тобой еще увидимся. Рад знакомству, миссис Бейкер. Извините, если я вас чем-то обидел. Не беспокойтесь, мистер Остин. Больше этого не повторится. Детка. Я пойду укладывать вещи. Я еще заскочу. Мам! Мам, ты здесь? Да. Я тебе скажу одну вещь, только ты на всякий случай сядь, а то еще упадешь. Я сижу. Я хочу домой. Ты сходи за машиной, а я соберу вещи. Ты меня слышишь? Слышу. Что ж ты молчишь? Знаешь, мне кажется, нам как-то вот это все надо обсудить. Может, ты хочешь сказать, что передумала забирать меня отсюда? Нет. Нет, я только хочу сказать, что нам надо все это обсудить. Но ты пойми меня правильно. Я как считала, что здесь у тебя ужасно, так и считаю, но жить-то здесь не мне, а тебе. А ведь ты так жаждал самостоятельности. Тебе так не терпелось. Ты же, очертя голову, удрал сюда. А теперь, очертя голову, хочешь удрать обратно? Вот только поэтому предлагаю все сначала как следует обсудить. Мама, я понял, я не смогу, мне не выдержать. Почему? Это что? Потому что от тебя ушла девчонка? 2, была еще Линда. Хоть бы и 20. По-твоему, от зрячих никогда не уходят. А по-твоему, мне от этого легче? Во всяком случае, это не повод чувствовать себя жалким и униженным. Ты раньше себя не жалел, и не начинай. Я считаю, что тебе надо оставаться здесь. Я не хочу, чтобы мой сын возвращался домой жалким и побежденным. Хватит, мама. Пойми ты, наконец. Я не твой маленький Донни. Я не победивший мрак. Я слабый и побежденный. Понятно тебе? Слабый и побежденный, и все. Кончено. Малыш, а ты помнишь самую первую историю про маленького Донни? Помню. Да, тебе ж тогда было 5 лет. Мы отдыхали с папой на озере Уиннипек. И как-то папа взял тебя купаться. Ты первый раз оказался там, где не было дна. Как же ты испугался. Ты орал так, что было слабо слышно в канаве. И вот папа на руках принес тебя домой. Я уложила тебя в постель, но ты еще полдня трясся от ужаса. И вот тогда перед сном я стала рассказывать тебе историю про маленького слепого мальчика, который сумел проплыть 7 морей и научился понимать язык дельфинов. Да.
И дельфины сообщили ему, что видели вражеские подводные лодки, которые собирались уничтожить американский флот. И отважный маленький Томми поплыл быстрее дельфинов и спас мощь Соединенных Штатов! Какая дурацкая чушь! Да, конечно, чушь! Удрал из дома всего месяц назад. Да я-то, когда шла сюда, думала, что ты все тоже. Знаешь, ну не так-то просто смириться с тем, что в тебе больше не нуждается. А вот теперь я готова. Так что ну давай, Дон, начинай свою жизнь. Так, а мне бы хотелось, чтобы вот здесь появилась мебель поприличнее. Так, посуда тебе нужна, кое-что я пришлю. Так, постельное белье, вот пепельница могла бы быть получше. Знаешь, если здесь навести порядок, будет не так уж и плохо, я... Хочешь, я тебе помогу? А завтра? Завтра я позвоню, и мы с тобой все обсудим. Завтра. Мам. Я рад, что ты пришла. Я люблю тебя, Дон. Я знаю, мам. Знаю. Эй, как дела? Кажется, все. Так, оставляю тебе пару кухонных полотенец, совсем новые пригодятся. Да, еще лампочки. Особое спасибо за лампочки. Да, ключ. Я думаю, ему дверь нужно снова запереть. Сперва посмотрю, кто там поселится. Может, меня ждет нечто обвальное. Ну, я тебе желаю. Ну, думаю, обойдемся без долгих прощальных сцен. Пока. Может, посидишь еще минутку? Знаешь, у меня принцип. Решила уходить, уходи сразу. Да я тоже так считаю. Просто собирался перекусить сэндвичи с жареным мясом. Не хочешь? У меня принцип. Решила уходить, уходи сразу. Ну, если только кто-нибудь не предложит сэндвичи с жареным мясом. Ну и где же твоя мама? Уехала домой. Да, я не слышала. И что постановил высокий суд? Она признала мою декларацию независимости. А может, тебе все же стоит вернуться домой?
Ну ты даешь тоже что-то новенькое. Я и раньше об этом думала. Слушай, я уже с матери себе все нервы вымотал. Хватит. Да чего же я люблю, когда за мной вот так вот ухаживают. Тогда тебе надо бросить Ральфа, бросить театр и переехать к моей матери. Ну, что ты скажешь о Ральфе? Вполне. Не понравился он тебе, да? Я же говорю вполне. Ты лучше скажи, а самой-то тебе он нравится? Неплохой вопросик. Я, кажется, переезжаю к нему. С чего бы я стала переезжать к тому, кто мне не нравится? Это как раз мой второй вопрос. Ну, я, пожалуй, пройду. Если хочешь знать, он мне не понравился. А знаешь, я тебе еще кое-что скажу, он тебе самой не нравится. Ты что, совсем ничего не понимаешь? Я переезжаю к нему. Я только что собрала вот эти вот 2 чемодана. Да хоть 22, плевать, не нравится он тебе и все. А по-моему, ты многовато на себя берешь. Или ты решил, если ты слепой, так лучше всех видишь? Да вот именно. Это то самое шестое чувство, и оно мне подсказывает, что ну нисколечко не нравится тебе этот Ральф Остин. Ну, как, не жутковато? Глуповато. Я стою в дверях с 2 чемоданами, а он тут. Интересно, а с Ральфом это у вас как? Тоже как Рождество или как День независимости? Ни то, ни другое. Зато сил у него хватает. С ним это скорее, как День труда. А, значит, он тоже такой замечательный. Да. Может, в нем и харизма тоже есть? А как же? Ты его любишь? Отвечай, ты его любишь? Люблю. По-своему. Я, конечно, не самый большой мудрец на свете. Но даже мне ясно, что когда уж так спешат к любимому человеку, то не остаются ради сэндвича. А это кто как? Одни умеют сдерживать свои самые сильные чувства, а другие нет. Вот мне, например, не сдержать своего аппетита. Почему ж ты уходишь? Только не вешай мне лапшу на уши про свою любовь к Ральфу. Да потому что я человек свободный. Захотела уйти и ухожу. А я-то думал, ты это из-за меня? Да ты-то тут при чем? Ты прекрасно знаешь, при чем. Конечно, уйти от Ральфа, от Себастьяна, от Ирлинга – это пустяки, расплюнуть. А вот бросить маленького Донни, тут, пожалуй, совесть будет мучить. А на кой дьявол тебе какие-то мучения? Так вот, можешь любить, можешь ненавидеть, но меня, а не мою слепоту. Хочешь – уходи, хочешь – оставайся, но из-за меня, а не из-за моей слепоты, понятно? А кто такие Себастьян и Ирлинг? Да не знаю никто. Тогда я тебя не понимаю. Мы с тобой совсем разные люди. И я точно знаю, что рано или поздно тебе из-за меня тошно станет. А я вовсе не желаю, чтобы ты за меня страдал. Почему же другим из-за тебя можно страдать? Почему же мне нельзя? Потому что я не желаю быть второй Линдой Флетчер. Хватит того, что она тебя мучила. Но она мне и помогала, она была рядом всегда, когда мне было нужно. Не знаю. Не могу тебе этого обещать. Не знаю, где я буду, когда тебе будет нужно. Черт возьми, да ты в 100 раз во мне больше нуждаешься, чем я в тебе. Да ни в ком я не нуждаюсь. И не нуждалась никогда. И не буду. Я должна идти. По крайней мере, приятно, что ты сказала «должна», а не «хочу». Ну, хоть что-то сказала, как надо. Надеюсь, увидимся. Еще бы, непременно увидимся. Это теперь будет моя мечта с тобой увидеться, чтобы поглядеть, неужели так всю жизнь не проживешь, не связанной, не привязанной? Неужели так никогда не зацепишься? Бог даст, проскочу. Наверняка проскочишь. Бог даст. Он убогих любит. А ты же убогая. Душевно недоразвитая. Ты потому избегаешь, боишься. А вдруг тут тоже будет что-то серьезное?
серьезного тебе не потянуть. Кишка тонка, понятно, ты? Рудимент инфантилизма. Нет, не завидую я тебе. Быть таким калекой, как ты. Уж лучше таким, как я. Слепым. Понятно? Слепым! Собирался устроить пикник.